17-летний армянский шахматист, мастер ФИДЕ Ваге Сукиасян удостоен звания международного мастера. Об этом сообщает Федерация шахмат Армении. Решение приняла Международная шахматная федерация. В ноябре этого года Ваге Сукиасян выиграл титул чемпиона Европы по шахматам до 18 лет. На юношеском первенстве Старого Света армянский шахматист набрал 7 очков из 9 возможных. Звезда британских соцсетей, популярный блогер Лука Галони, опубликовал ролик из Еревана. Блогер провел социальный эксперимент на улицах армянской столицы. Он намеренно ронял кошелек с деньгами, делая вид, что увлечен разговором по телефону, а со стороны все снимали скрытые камеры. Каждый раз прохожие возвращали Луке потерянный бумажник. Его поднимали девушка, молодые парни, сотрудник полиции. Некоторые даже догоняли блогера, когда он специально ускорял шаг. Лука Галони подчеркнул, Армения – это самая безопасная страна из всех, в которых он побывал. В комментариях пользователи стали делиться похожими историями, рассказывая, что в Армении им всегда возвращали потерянные вещи. Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекерецка находится в Армении с рабочим визитом. На официальном сайте НАТО сообщается, что в Ереване она проведет встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, спикером Национального собрания Аленом Симоняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном и министром обороны Суреном Папикяном. Шекерецка также встретится с представителями гражданского общества и послами стран-членов НАТО. Ранее в интервью Русарминфо грузинский политолог Пата Закарашвили рассказал, какой интерес для НАТО представляют Армения, Грузия и Азербайджан. Армению, Азербайджан стоит похвалить в любом случае. То есть любой человек, который следит за ситуацией на Южном Кавказе, однозначно считает, если не лукавый, это если не пророссийский, так эксперты, что уникальная динамика происходит между Арменией и Азербайджаном. То есть драматичная, не идеальная, конечно, сложная, могло быть лучше, но то, что происходит, и то очень хорошо. Можно оцениться, есть ресурсы, чтобы еще улучшать ситуацию, и улучшать ситуацию как не только в регионе Южного Кавказа, но и вообще в ближнем регионе, там, в контексте Ирана, и Турции, и это очень важный момент. И Грузии тоже, однозначно. То есть динамика армяно-азербайджанского примирения, это очень в глаза бросается. И на то, что генсек НАТО это замечает, это неспроста. И то, что это не то, что замечает, но и отмечает. И, скажем так, считает нужным отметить во время вопроса про Грузию. Так что думаю, что у НАТО есть свои взгляды, виды на Южный Кавказ. На Южный Кавказ у НАТО есть какое-то уже присутствие через Грузию на Южном Кавказе, хотя на Южном Кавказе присутствует такое мощное государство, очень влиятельное государство в НАТО, это Турция, и союзник Турции по вопросам безопасности и вооружению Азербайджан. На этом фоне, конечно, у НАТО есть довольно большая амбиция присутствия на Южном Кавказе. И не хочет в этой ткани терять рисунок Грузии, потому что Грузия получил статус аспиранта. Это, конечно, немного чего, но хоть что-то есть. Хоть что-то есть. Уже какие-то шаги проделаны по отношению к Грузии уже. И не хотели бы это терять. Поэтому и осторожная, скажем так, оценка Грузии. И не хотят терять Грузию, но и имеют в виду Азербайджан и Армению. Потому что как раз недавно президент Азербайджана Алиев отметил, что Азербайджан, несмотря на то, что не стремится в НАТО, но в Азербайджан приезжал какой-то высокопоставленный чиновник НАТО на днях, где-то 2 недели тому назад максимум. И отметил хорошее отношение к НАТО. Это почти что впервые, что Алиев озвучил положительный контекст НАТО. Алиев никогда не ругал НАТО, но и не хвалил. Как-то старался дистанцироваться. На этом фоне в тени России, можно сказать, и Азербайджан заявил свою, скажем, симпатию к НАТО. И это, думаю, что у НАТО есть далеко идущие, скажем так, планы. И во всем это, в этой картине мешает неопределенная политика Грузии. Армения и Азербайджан, хотя они пока не имеют такое статусное положение, как Грузия, они двигаются, в отличие от Грузии. Грузия стоит, а Азербайджан и Армения двигаются. Поэтому я думаю, что Рюте посчитал нужным отметить вот это движение и сообщить довольно корректно Грузии, что от Грузии ждут большего. НАТО и так обосновано на Южном Кавказе. То есть Турция это более чем достаточно, чтобы чувствовать себя, скажем так, чувствовать, что присутствуешь в регионе. Это
Турция серьезный игрок. Для НАТО нет проблемы еще больше присутствия неформально. Для НАТО важно уже формализировать свое присутствие. И вот как-то делать больше институциональные движения, чтобы Грузия проделала, или Армения, или Азербайджан. У Азербайджана больше шансов, потому что вот Турция лоббист у Азербайджана и лоббист. НАТО не говорит, что собирается интересоваться Кавказом. НАТО говорит, что они уже занимаются Кавказом. И это сообщение для России, что НАТО не собирается просто так уйти из Кавказа. И да, заявление Алиева тоже в этом направлении довольно достаточно, скажем так, многозначащее, что Алиев тоже подтверждает это. Мне кажется, что НАТО собирается делать более смелые шаги в будущем, чтобы не дать возможность другим странам, России, в первую очередь, конечно, то есть Иран, наверное, скорее всего, и учитывается у Ирана свои какие-то милитаристические, скажем так, взгляды, там, да, ядерное оружие и так далее, так далее. На этом фоне НАТО собирается надолго, серьезно пустить корни. И это даже сообщение Грузии, мне кажется. Это поощрение Армении и Азербайджана, что молодцы ребята продолжают в таком духе, однозначно. Но и сообщение Грузии, что Грузия не питается какими-то иллюзиями, не питается какими-то попытками со стороны России увлечь себе какие-то непонятные игры. В этих играх имеется в виду как нейтралитет. Недавно была создана партия нейтралитет для Грузии. Явно заигрывание с понятием референдума, потому что, как мы знаем, через референдум был определен вступление Грузии в НАТО, а потом на основании решения референдума была включена в 78 параграфе Конституции, что Грузия стремится в НАТО, в том числе и в Европейский Союз.